Первым решением, которое было принято, стал законопроект, предусматривающий возвращение исконной национальной принадлежности. Его представил депутат Канкварчи. Основное изменение, которое было внесено, это возможность вернуть абхазскую национальность жителям Абхазии, не являющимися гражданами республики. Необходимость внесения изменений в закон Республики Абхазия об актах гражданского состояния обусловлено тем, что в действующем законодательстве существует пробел в части предоставления лицам без гражданства, постоянно проживающим на территории Республики Абхазия, являющимся этническим абхазом Абаза, прямым потомком утратившего абхазскую национальную принадлежность Абаза, в результате, вот здесь самое главное, в результате исторических событий 19-20 веков. Право на восстановление абхазской национальной принадлежности и фамилии. Министр юстиции, представитель президента в парламенте Андрей Барцис предложил принять поправку в первом чтении, так как усмотрел в нем нюансы, угрожающие национальной безопасности. Тоже абсолютно очевидно, чтобы не создать какие-то возможности и лазейки получения нашего абхазского гражданства, абхазского паспорта лицам, которые этого недостойны во всех смыслах этого слова. Работа была проделана. Если сегодня стоит вопрос о том, чтобы принимать данный акт в первом чтении, там тоже есть ряд мыслей, над которыми надо еще подумать и поговорить, то во втором чтении мы посмотрим, может быть, по каким-то позициям мы еще раз досогласуем свои представления. А депутат Леонид Лакербаев выступил за окончательное принятие решения по данному вопросу и привел пример из истории Абхазии. Первый закон о гражданстве, который был принят, там была такая статья, которую внес сам Владислав, что гражданами Абхазии автоматически становятся те, один из прародителей которых родился в Абхазии. Это было сделано для самурзаканцев, конкретно для них. Это уже потом изменения пошли в законе и так далее. И уже подразумевалось, что автоматически это можно будет, значит, и будучи автоматически гражданами Абхазии, менять фамилию. Я не буду говорить о том, какие процессы пошли потом. К сожалению, вот эта вся ситуация, связанная с Самурзаканом, стала полем политической борьбы внутри Абхазии, что не улучшило никак в целом понимание и их, нас, и нашего населения их. Но это то, что было. И я считаю, вот этот закон, который сегодня представлен нами, на мой взгляд, он проработан очень качественно. И если меня спросить, я бы говорил о том, что это начало восстановления той справедливости, которая перед нами лежит за то, что произошло с самурзаканцами. И спросите меня, если я считаю, что голосовать надо не только в первом чтении, а окончательно принимать этот документ сегодня. В итоге поправки приняли в окончательном чтении, а в первом проголосовали за проект бюджета на 2024 год. Он также будет дефицитным. Хотя расходы Министерства финансов в будущем году сократило, но сократилась и российская финансовая помощь. Параметры бюджета, сценарные его условия сформированы с объемами 10,9 миллиардов рублей по доходам и 12,2 миллиарда рублей по расходам. Соответственно, дефицит определен в размере 1,3 миллиарда рублей. Структура доходов претерпела изменения. Теперь мы наблюдаем темпы увеличения налоговых поступлений, в том числе в республиканский бюджет. Несомненно, единственным налоговым доходом в республиканский бюджет является налог на добавленную стоимость. Вот его темпы роста мы наблюдаем, поэтому и формируем такие показатели. Объемы финансовой помощи, объемы российской финансовой помощи на 2024 год, они претерпели изменения, а именно в сторону сокращения, на 400 миллионов рублей сокращаются. Это обусловлено оптимизацией расходов по отдельным направлениям. И составляют, если на сегодняшний день они 5,6 миллиарда рублей, то на 2024 год 5,2 миллиарда рублей. При этом общий объем расходов по сравнению с 2023 годом сокращается на 104 миллиона рублей. То есть идет сокращение расходов на 104 миллиона рублей по отношению к 2023 году. Самое большое сокращение происходит по разделу общегосударственные расходы. 311 миллионов рублей оптимизируются расходы. По другим позициям, естественно, есть рост, поэтому пропорциональное
динамика есть. Также в первом чтении были приняты бюджеты внебюджетных фондов на 2024 год. Хотя у контрольной палаты есть вопросы по задолженностям к фонду инвалидов, пенсионному фонду. А к репатриации еще и по расходам. По словам Зураба Оторба, нет четкого понимания, куда и на что в этом фонде собираются тратить деньги. Контрольная палата должна обладать той информацией, на что будут потрачены эти средства. К сожалению, по фонду репатриации мы видим название каких-то мероприятий, общая сумма 1,5 миллиона, 2 миллиона, 3 миллиона. Что под этими суммами стоит, мы не видим. Именно поэтому мы не можем свою работу тоже эффективно выполнить, потому что предварительный контроль можно проводить только основываясь на каких-то расчетах. В данном случае по доходной части тоже у нас есть некоторые замечания. В части страховых взносов мы считаем, что занижено. По одной позиции на 20 миллионов, где-то завышено. Насколько это все соответствует законодательству, я думаю, на комитете будет заседание, и у нас есть ряд вопросов в части формирования бюджета. Также в первом чтении был принят законопроект о регулировании оборота никотин-содержащей продукции. С инициативой выступил депутат Анар Гицба. По его словам, вейпы, то есть электронные сигареты, сегодня находятся в свободной продаже и пользуются популярностью у подростков. И это при том, что наносят непоправимый вред их здоровью. Согласно заключению Министерства здравоохранения, которое ответило на депутатский запрос, вред до конца еще, конечно же, не изучен, но предварительные медицинские заключения свидетельствуют о том, что это крайне вредная практика применения вот этих вот курительных инструментов, да, воздействуют на защитные барьеры легких, фибиоз, развитие хронического бронхита и много еще других негативных последствий. Кроме того, некоторые модели искусственной доставки никотина в организм, да, они содержат и другие вредоносные химические элементы. Кроме того, бывают модели крайне низкого качества, которые взрываются в руках у несовершеннолетних, у подростков, у детей, обжигают полость рта. Эти химические элементы и соединения попадают в организм детей. И, в общем, в целом, они очень небезопасны. По мнению депутата Резу Зантария, необходимо более тщательно подойти к вопросу регулирования оборота никотин-содержащей продукции, так как полумеры не приведут к ожидаемому результату, на его взгляд. Так взять и отрубить, и у бизнеса какие-то сегодня заначки или как-то доставки есть, которые тоже уйдут в контрабанду, он же их не выкинет. Они станут контрабандой, из-под полы будут продавать. Человек будет курить, дети. Мы же им не запретили курить. И тут надо серьезно подумать, как это все ограничить. Тут должен быть комплекс, информационная обеспеченность должна быть, агитационная работа должна проходить, что это вредно, что и так далее, понять цены и смотреть на эффект, какой эффект у этого всего будет. А так просто принимать и говорить, что вот давайте отключим этот, не привезем и никто не будет курить, так не будет. Депутаты парламента также приняли в первом чтении поправки в законодательные акты, регулирующие деятельность общественной палаты. Изменения устанавливают круг лиц, которые не должны вступать в общественную палату. Это алкоголики, наркоманы, токсикоманы, страдающие психическими расстройствами, а также члены политических партий и объединений. Кроме того, предполагается ввести в состав палаты представителей законодательной ветви власти. Эти поправки, я считаю, то, что они будут целесообразными и эффективными. В первую очередь, потому что общественная палата – это не орган, исполнительной власти. И, мне кажется, там должно быть более широко представлены, разные представители разных групп. Если парламент, условно говоря, будет представлять 6 членов, да, в принципе, и там тоже у некоторых членов общественной палаты было такое мнение, что и президенту, допустим, да, и в парламент, чтобы общественные организации представляли, не чтобы внутри президент сам выбирал, кого он считает нужным, или парламент, как это у нас происходит с контрольной палатой, или чтобы представляли общественные организации, чтобы им максимально уйти от вообще политизации этого вопроса, чтобы это были и профсоюзы, это были организации, ассоциации. Андрей Барциц выступил против того, чтобы принимать законопроект в представленном виде и попросил время на доработку, так как считает, что предложенные нововведения противоречат основам государственного устройства.
Общественная палата – это орган, обеспечивающий взаимодействие с исполнительной ветвью власти. В этой связи столь радикальное внесение изменений считаем преждевременным. Если была бы возможность отложить рассмотрение этого вопроса для более детальных консультаций, мы были бы благодарны. Во всяком случае, я как представитель президента в парламенте не принимал участие в дискуссиях, я не знал про комитетское слушание, меня не было, не был в общественной палате, тоже не знал. В установленном законном порядке администрации президента была представлена инициатива, здесь по срокам все в порядке, мы ее изучили, и необходимого количества обсуждения возможного, повторяю, на наш взгляд, перекоса в сторону представительной власти, поговорить пока возможности не было. Поэтому просим вас отложить рассмотрение этого вопроса на более поздний срок. Бурная дискуссия развернулась вокруг двух альтернативных законопроектов, касающихся борьбы с майнингом. Один из них – инициатива президента и заключается в том, чтобы конфисковывать майнеры вместе с трансформаторами, с помощью которых они подключаются к сети. А вторая инициатива – депутатская. Алхаз Барцис предложил изымать только устройства для добычи криптовалют. Не понаслышке, знакомый с процессом борьбы с майнингом депутат Галуш Тарпизанян предложил конфисковывать все, исходя из своего опыта. Если человек имеет до 50 аппаратов, ему трансформатор не нужен. Они приобретают трансформатор, у кого же 200-300 аппаратов. И когда говорят не надо, как не надо? Если мы хотим бороться, мы должны до конца бороться и жестко. Я за 2 года изъял 14 тысяч аппаратов. А сколько вернули? Я дальше рассказываю. И тогда мы сопровождением вывозили за пределы, при мне 8 тысяч вывезли, остальные я не знаю, при мне. Они были в склад временного хранения. Дело в том, что 9 человек, которые в департаменте, круглосуточно я изучил географию Абхазии по горам. Там нас никто не ждал. Я сам лично участвовал в этих процессах. И когда мы берем, потом что делать? У нас там говорит, что свыше 300 киловаттов можно... Да. Но вы знаете, ни одного дела нет. Почему нет? Как только мы ловили не только 300 киловатт, если 800 аппаратов или 1100 аппаратов, там будет, знаете, сколько киловаттов? И тогда делили, сразу находились людей, которые делили, получался меньше 300, и получался уже никто не попадал под ответственность. Им тоже помогал. Помогал. Потом, правильно говоришь, помогал. Когда мы ловили больших, и сразу непростой крестьянин звонил или приезжал. У меня телефоны были отключены, потому что я отключал телефон, потому знал, что это будет всегда. И... Вас поэтому уволили? Нет, я сам ушел. Я сам, потому что бороться один, когда говорят все, сколько раз президент проводил совещания президентские, главы администрации собирали, это 0. Сегодняшний день, если взяться, в Абхазии очень много кто занимается этими делами. Даже автоматами охраняют. Это знает Черноморэнерго, надо говорить прямо в глаза. Потому что они знают, где у них пропажа или потеря электроэнергии. Потом участковые, однозначно. И люди, которые их крышуют. Крышуют не рядовые. Крышуют те, которые в больших погонах или наверху. И потому я считаю, что надо изъять. Потому как вы говорите, население ни в чем не виновато. Виновато. А что население? Не, подождите. Я говорю о том, что если мы будем сейчас принимать, надо жестко принимать. Если мы хотим бороться, действительно, человек должен знать, что у него конфискуют. А Дмитрий Маршани относится со скепсисом к такому решению вопроса. По его мнению, конфискация, утилизация может открыть новые коррупционные возможности. Утилизировать, на мой взгляд, я не поддерживаю утилизацию, потому что, условно говоря, пришли на какую-то ферму, конфисковали, но дальше эта аппаратура может стоить десятки миллионов рублей. Зачем брать ее? И тоже как этот механизм будет проходить утилизации, тоже большие вопросы вызывает. Понимаете?
как это будет происходить, кто это будет контролировать, кто будет за этим следить. Не получится ли так, что конфисковали у кого-то, окажется у других людей. В итоге прошел депутатский законопроект. Народные избранники проголосовали лишь за конфискацию оборудования. И еще одним законопроектом, принятым окончательно, стало продление действия вида на жительство в Абхазии с 5 до 10 лет. Марьяна Котова, Саита Гухава, Турника Мичба, Абаза ТВ.